Бет сайғылы достар, Бойледжи октябрьнің 16 күні насыл байрамлар ве вақалар олып кешкен ақты. Шымды біз дабыр кере бізім сейіржілерімізге, бізге яңы қошылған сейіржілерімізге көстердік, тақдим еттік. Ве шымды аңлағаныңыз кібі кенеде бізім студиямызда мұсафірлер болынмақта. Кершенде өрметлі достар, Сақ шайырынды яқын арада Олив Раджай форум баштанажақ ке, үшінші кере өткерілежек, ама бұл ақта біздің мұсафірлеріміз да яқшы бұтын малюматны білелер, біз ісе олармен танышмаға теклиф етеміз. Демек, өрметлі достар, бүгін біздің студиямызда Сақ шайыр мемориеті милетлер ара мұнасибетлері бөлігінің башы Арсен Бей Аметов ве оның янында Сақ шайыр мемориеті милетлер ара мұнасибетлері бөлігінің баш мұтихасы Расим Абдулмеджитов. Селям алейкум, сабалар қайырлы олсын. Алейкум селям, қайырлы олсын, достар. Ишлеріңіз, салғыңыз насыл, ерші яқшы ма? Ерші яқшы, кейфлер яқшы. Біраз сабамыз вақлыжа бүгін башланды, чүнки yol ұзақ, ама тез келдік, yollar açıq қалды. Сағыңызда беткенім. Қалабалық дегіледі ме yollar? Қалабалық дегеледі, сабақтан. Яқшы. Арсен аға, мы знаем, что в Саках, в Евпатории, в наших, так сказать, далеких западных частях Крыма стартует 3-й форум «Вместе». Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Действительно, на этих выходных, в пятницу-субботу, будет в городе Саки на берегу Черного моря, в курортной зоне на территории базы отдыха «Прибой» проводиться в 3-й раз уже ежегодное уже мероприятие, региональный молодежный межнациональный форум «Вместе», который соберет на своих площадках около 70 активных ребят, членов молодежных организаций, национально-культурных автономий, муниципальных служащих, для того, чтобы обсудить вопросы молодежной политики, национальной политики, поделиться опытом, найти новые знакомства, связи, пообщаться, повысить свой уровень квалификации. И это будет кульминацией большой организационной подготовительной работы, которая длилась уже около 20 дней последних, в течение которых мы принимали заявки, обрабатывали потенциальных участников, которых, к слову сказать, в этом году было очень много по сравнению с прошлыми годами. Более 100 человек изъявило желание, но выбрали мы лучших в зависимости от активной общественной деятельности человека, потенциального участника, в зависимости от анкеты, которую он направил в наш комитет. На самом деле, вот в этих анкетах на что вы обращали внимание? Мы обращали внимание, состоит ли человек, молодой человек, потенциальный участник нашего форума в общественных организациях, может, он представляет какую-то национальную культурную автономию, какой он опыт общественной деятельности имеет, что он может дать для других участников форума. Вот эти моменты учитывались, и с учетом этих критериев был осуществлен тщательный отбор, по результатам которого, как я уже сказал, 70 человек мы выбрали из более 100 анкет, которые и будут принимать участие в пятницу-субботу, предстоящую на наших площадках форума. А эти участники это все крымчане, либо же участвуют и люди из других регионов России? Из числа участников преимущество, конечно, крымчане. Форум имеет статус регионального, как я уже сказал, будут представлены и муниципальные служащие. Более 10 муниципалитетов представлены муниципальными служащими из числа сотрудников, которые специализируются на вопросах молодежной политики, на вопросах межнациональных отношений. И кроме муниципальных служащих, также практически весь Крым территориально-географически представлен. Из числа участников будут крымчане, а из числа спикеров, тех людей, которые будут проводить образовательные программы, тренинги, не только крымчане, но и гости из Москвы ожидаются. Это сильные очень общественники с колоссальным опытом, будут делиться вот этим опытом с нашими участниками. То есть при подборе участников там уделялось внимание, откуда он, с какого региона? Мы хотели, да, поскольку форум региональный, мы хотели сделать так, чтобы участники форума географически представляли практически весь Крым. Собственно, это у нас получилось. Расим, какие задачи стоят перед участниками форума? Задачи очень простые. Это наполнение своего внутреннего мира, наполнение своих каких-то целей, которые они смогут почерпнуть на этом форуме. Этот форум основан на нескольких направлениях государственной молодежной политики, такие как формирование российской идентичности, содействие межкультурного и межконфессионального диалога. Также это по направлению в год добровольцев. Мы, естественно, не упустили площадку по добровольчеству. Вот.
Также будут затронуты темы и патриотизма, естественно, если это ты живешь в Крыму, нашем многонациональном, и тебе не безразлично межнациональное согласие в Крыму, и ты едешь на этот форум, чтобы познакомиться с другими ребятами, которые также в этой же теме крутятся, тоже понимают, о чем будет речь, то это, естественно, продвижение и патриотизма своей малой родины. Вот. И надеемся, что ребята смогут проработать хорошенечко на этих площадках, узнать что-то новое для себя, познакомиться с другими такими же ребятами. Ведь задача таких форумов – это создание таких сообществ по интересам. То есть у нас форум разбит на определенные направления государственной молодежной политики. Ребята в курсе, если им интересно это направление, они направляли заявку на этот форум. Не просто, чтобы как бы там ехать недельку выходные, там, не недельку, пару дней на выходных провести весело время, но также и почерпнуть именно по тем направлениям, которые им интересны. То есть, чтобы была плодотворная работа? Конечно, конечно. Форум именно для этого и проводится, для того, чтобы провелась какая-то работа, и ребята уже, если они едут туда с какими-то вопросами, они получили ответы на эти вопросы, и уже на основании этих ответов на вопросы и полученной новой информации возвращались домой и начинали какую-то свою деятельность. Кто-то, возможно, начнет писать проекты. Если кто-то не состоит в общественной организации, не состоял ранее, он может вступить в общественную организацию, потому что представители общественных различных организаций будут там, они все между собой познакомятся, и они расширят свой круг деятельности и кругозор свой общий. Вот, в общем, вот так. Сколько будет длиться форум? 2 дня. 2 дня. Это 19-20 число. Первый день у нас пятница. В пятничный день у нас более такая официальная программа. Это площадки, серьезные спикеры, обсуждения, тематики. А на второй день у нас уже запланирована более такая легкая программа развлекательная. Это у нас утром планируется зарядка с чемпионом, с мастером спорта. После зарядки также у нас будет площадочка, там по тренинге будут, по личностному росту. Естественно, ну, как это обычно принято, будут и игровые площадки тоже будут. То есть у нас запланирован квест, который сейчас на данный момент разрабатывает именно под наше мероприятие. То есть с учетом спецификации наших участников и самой тематики форума разрабатывается квест. Вот, будет проведен этот квест, и также еще другие мастер-классы и тренинги на второй день тоже запланированы. Арсен Аға, вот все-таки в 3-й раз проводится этот форум. В 3-й раз проводится этот форум, и с каждым годом вообще тенденция растет, интерес растет ли к этому форуму? Конечно, в этом году особо четко мы видим такую хорошую положительную динамику. Как я уже сказал, гораздо больше заявок поступило, чем мы можем принять, чем было в прошлые года. Это яркий показатель того, что действительно наш форум вызывает заинтересованность у молодежи, интерес к нему повышается, и то, что более 100 человек изъявили желание в этом году принимать участие, ярко об этом говорят. И вообще, когда мы формировали, верстали программу, мы хотели придерживаться следующих принципов и убеждены в том, что развитие молодежи, укрепление межнационального согласия прежде всего должно проходить, во-первых, через просвещение, во-вторых, через привлечение молодежи к общественной деятельности, через формирование глубоких духовно-нравственных принципов и привлечение молодежи к здоровому образу жизни. Собственно, вот эти 4 блока, 4 принципа легли в основу при формировании программы форума. Это образование. Партнером форума выступает в том числе среди многочисленных партнеров Крымский инженерно-педагогический университет. А специалисты, историки отдельно будут проводить для участников форума панельную дискуссию по истории, осмыслению истории как ключ к межнациональному согласию. Вот такая тема была определена. Кроме этого, как мы уже сказали, в рамках работы спикеров, сильных общественников будет гость из Москвы. Это Кантемир Хуртаев, друг форума, который ежегодно приезжает к нам с Москвы для того, чтобы поделиться своим колоссальным опытом в реализации социальных проектов, формировании различных этнокультурных программ. Это председатель общероссийского общественного движения, Всероссийский межнациональный союз молодежи, человек с большим опытом. Вот он будет делиться им с участниками форума. Это все образовательный блок, блок просвещения. Также следующий блок – это работа с общественностью, привлечение к общественной деятельности. Поскольку этот год объявлен годом волонтера, как уже было сказано, будет отдельная тема, посвященная этническому волонтерству. Что касается командообразования, других активностей, также на площадках форума будут работать отдельные направления, квесты, отдельные тренинги
по личностному росту, поскольку любой общественной деятельностью занимается прежде всего человек, и от того, как он формирует свое время, как он занимается тайм-менеджментом, зависит успех той или иной деятельности. И отдельно будут тренинги, посвященные, собственно, этому самому тайм-менеджменту, как инструменту повышения личной эффективности. Команда образования, делаем на этом серьезный акцент. И вот, собственно, вот такие вот ожидаются у нас мероприятия. Вы сказали, уже более 100 человек подали заявки, а прием заявок еще действует? Нет, мы уже закрыли. Согласно положению, крайний срок приема заявок это был у нас 10 октября. 10 октября мы приняли последнюю заявку, и вот на тот момент было гораздо больше, чем мы можем принять. Мы выбрали поэтому самые лучшие заявки, самые сильные заявки. Это усиливает качество нашего форума, нашего мероприятия и повышает его привлекательность и, собственно, делает его гораздо более эффективным, скажем так. Даст ли это стимул молодежи на следующие годы? Конечно, мы надеемся, что этот форум станет действенной площадкой для всех участников, для знакомства, для обмена опытом, для реализации каких-то своих собственных идей. И уверены, что на площадках этого форума будут рождаться новые проекты, новые идеи. И с помощью наших спикеров, с помощью наших гостей, которые поделятся своим опытом, эти ребята, участники, смогут реализовать на основе полученных знаний на этом форуме данные проекты и идеи. И реализоваться самим, прежде всего, конечно, тоже. Расимбей, вы рассказывали, что очень много гостей ожидается на форуме. То есть вы говорили и про зарядку с мастером спорта. А кто все эти люди? Все-таки, может, немножко приоткроете занавес вот этой секретности? Да, можем, конечно, приоткрыть. Это мастер спорта наш, это Данил Рыжов. Это мастер спорта по кикбоксингу, он чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Он работает в нашей спортивной школе тренером, да? Вот, готовит наших чемпионов, которых мы представляем также и на республике, и на федерации. Вот, это про нашего мастера спорта. По квесту. Квест у нас готовит Вероника Потапова, если вы ее знаете. Она член молодежного актива Республики Крым, также она заместитель председателя молодежного совета при главе администрации Симферополя. Вот, и также она специалист по квестам, она на больших крупных мероприятиях проводит уже не первый квест. Если не ошибаюсь, у нее уже почти около сотни квестов за спиной она провела, которые она сама подготавливает полностью. Все, вот это будет у нее готово. По добровольчеству у нас, по площадке добровольчества у нас, я думаю, считаю, что наверняка один из самых продвинутых людей в Крыму. Это человек, который также выступает и на федеральных форумах. Это Анна Цепа, она член Координационного совета по развитию добровольчества Общественной палаты Российской Федерации, а также руководитель добровольческого центра ресурсного центра для добровольцев «Действия» здесь, в Симферополе. Вот, тоже очень хороший и очень сильный спикер, который сможет просветить ребят, какие есть новые инновационные подходы в сфере добровольчества, какие есть инсайты, какие есть эффективные инструменты по развитию данного направления и вовлечению, естественно, молодежи в это направление. Хотя это направление сейчас очень популярно развивается и очень хорошо действует, так как мне со всей республики приходили заявки, ребятам и знакомые волонтеры просили, чтобы взять их волонтерский корпус на данное мероприятие, но, к сожалению, он был сформирован уже намного ранее, еще до того, как мы начали собирать заявки для участников. Вот, волонтерский корпус уже был сформирован тогда, и это будут в основном наши сакские ребята, с которыми мы проводим и все остальные наши мероприятия в рамках города нашего. Это уже проверенные люди, так сказать. Это проверенные люди, и это ребята... Банда наша. Да, наша банда. Само собой, ребятам нужна практика, им нужны волонтерские книжки, им нужна практика, им нужно как-то развивать себя. И мы максимально стараемся им в этом помочь, потому что территориально это наши ребята, и как бы не только территориально, а уже душой и сердцем мы тоже с ними. А программу вы, наверное, нам одну оставите, да, чтобы мы конечно, знали оставим, наверняка. чтобы вы знали. Хотел бы добавить к программам форума о том, что, как я уже сказал, принципом, которым мы руководствовались, помимо привлечения ребят к общественной деятельности, это формирование глубоких духовно-нравственных принципов. И именно поэтому отдельным блоком в нашем форуме идет программа, которая будет проводиться представителями Духовного управления мусульман Крыма, руководства муфтиата, руководители общественных организаций данного направления, представители Симферопольской крымской епархии, пообщаться
на предмет духовно-нравственного воспитания, поскольку эта тема очень важная, ключевая, и это залог успешного и гармоничного развития личности молодежи в целом. Вот тоже важный момент, уделяем тоже этому серьезное внимание. То есть обязательно все-таки в программе, наверное, это, скорее всего, будет в первый день, да, Да, это в форума, первый день. выступления представителей различных Первый. конфессий. Второй день больше у нас активности посвящены квест «Познаем Крым вместе», называется квест, тоже команда образования, интерактивные мероприятия. Кроме того, на площадках форума будет показан тематический художественный фильм, посвященный тематике форума. Участники форума смогут попробовать кухню народов Крыма и хорошо провести время с пользой, подчеркнуть для себя очень много нового и интересного. Чем завершается этот форум? Завершается форум тем, что каждому участнику будет предоставлен своего рода сертификат, документ о том, что он принял участие в данном образовательном проекте. Отдельный будет блок обмен мнениями, так сказать, обратная связь, чтобы мы для себя могли резюмировать итоги форума, какие-то замечания, возможно, если будут, принять для себя, для того, чтобы в будущем устранить и постоянно с каждым годом совершенствоваться и развиваться. Действительно, форум показывает, что вот это наша муниципальная практика, которая все более популярна становится с каждым годом, мы видим. И, кстати, нужно отметить, что в этом году данное мероприятие принимало участие в региональном этапе всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику в номинации на укрепление межнационального согласия. И не без гордости можем сказать, что эта практика на нашем региональном этапе, на уровне Республики Крым, была признана высокой правительственной комиссией лучшей в Крыму. И дальше мы направляли заявку для участия в федеральном этапе данного конкурса, то есть общероссийский. И посмотрим, какие будут результаты. Сложно, конечно, будет конкурировать на уровне всей России, федеральном уровне, но мы субъект новый, и поэтому то, что и вообще этот конкурс в Крыму проводит, эта номинация учреждена впервые, и то, что нам удалось занять первое место на региональном этапе, тоже о многом говорит. Надеемся, что каждым годом мы будем улучшать свой уровень и развиваться тоже вместе с участниками нашего форума. А участники, которые участвовали в этом году, смогут принимать участие на следующий год? Могут. У нас таких ограничений нет. Кстати, у нас в этом году среди состава участников есть ребята, которые принимали участие и в первом форуме, и во втором форуме. Это уже наши добрые друзья. Мы в отличных с ними отношениях. И таких ограничений по количеству участия нет. Поэтому может повторное участие быть. Вот как-нибудь тоже хочу попасть на форум, честно говоря, тоже такое желание есть всегда. Я смотрю на тех людей, которые ездят на форум, я им немножко завидую, потому что такая программа, она действительно очень интересная, она развивает, дает какие-то уже другие направления, чтобы мысли направить в другое русло. Но все-таки это, наверное, не мой кысмет, но надеюсь, он когда-то у меня будет. Çok sağ olunuz bugün келгеніңіз үшін. Сіздің ішлеріңізде муафақиятлер тілейміз. Яғни бұл форум güzel бір севиеде кечсін, кенеде ве біздің сейершілерімізге нені тілемеге естердіңіз? Біріншіден, çok sağ olunuz davet еткеніңіз үшін. Милет телеканал сейершілерінен бұл мәліматлар пайлашмақ үшін біз пайлаштық, ойлы айттық, яқшы хаберлеріні. Айтмақ үшін Милет телеканалы информационный партнер оларақ бұл форумда чыға. Сау олыңыз, мен белесем бұл бірінші көрішудегі сізнен да көрішер айтарық. Әмді телесержелерімізге яшыларға біріншіден gençlerimizge biz çok sağlık, kuvvet tileyik. Hem de faal iştirak etmege, cemaat teşkilatlarında iştirak etmege, öz gayelerini, leyhalarını yerine getirmek için aktif çalışmak davet etemiz. Çünkü tek bizden geleceğimiz bağlı. Hem de öyle bir dilekler. Yaxşı, Расимбей.
Ну, я скажу на русском. Я пожелаю молодежи нашей республики, чтобы обязательно принимали участие во всех форумных кампаниях, которые проводятся, потому что это такая вещь, по себе знаю. Один раз попробуешь, уже хочется ездить без конца, но работа не отпускает. Вот. И, само собой, подавать заявки на следующий год на наш форум. Он будет проходить примерно в эти же числа, в этом же месяце, и будем ждать заявок от наших молодежи. Çok sağ olunuz. Biz ise sizni endi bu forumning natijalarini bekleymiz studiyamizda. Endi kelajak hafta mutlaq sizni qarşılayacaqmiz, qabul etmege hazırmiz. Çok sağ olunuz kelganingiz uchun. Dabir kere muvaffaqiyatlar tilaymiz. Xayrli kunlar. Sağ olun. Hurmatli do'stlar, mana böyle Kerchikda ajoyib bir levha haqida endi eshitdik. Ne bitene var? Evet, biz devam etemiz dostlar. Men eminim böyle sübetten son forumlarda iştirak etmege aviasınız içinde peyda oldu. Öyle olsa yaxşı, demek bizim sübetlerimiz nafile geçmeyi. Biz ise devam etemiz. Daha bir teneffüs yapıp, muzikalı teneffüs yapamız ve muzikalı klipini seyretemiz.